Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 13 октября президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов и губернатор Приморского края Олег Кожемяка подписали соглашение о проведении в 2022 году 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Впервые летний международный спортивный форум пройдет за пределами региона во Владивостоке. Игры планируется провести с 27 июля по 8 августа 2022 года. О проведении игр расскажет наш сегодняшний гость Владимир Максимов. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. По каким видам спорта пройдут летние Дети Азии и появятся ли новые дисциплины? Да, у нас утверждена программа на сегодняшний день, в нее включено 19 видов спорта. Чтобы понимать, у нас концепции игр утверждено 17 обязательных видов спорта. Это виды спорта, которые необходимо, организаторы должны включить в программу, несмотря где бы они ни проходили, в том числе 3 якутских вида спорта: масс-рестлинг, хапсагай и якутские прыжки. Плюс к этому организаторы могут заявить от 2 до 5 своих видов спорта, которые развиваются или популярны в том регионе, где они проводятся. Приморским краем были заявлены 2 вида спорта, плюс еще одна новая дисциплина. Это бадминтон, брейк-данс и дисциплина плавания на открытой воде. Поэтому Международным комитетом все эти предложения были поддержаны. И можно сказать, что 2 новых вида спорта и плюс 1 дисциплина будут включены в программу 7-х игр «Дети Азии». Помимо этого, также Международным комитетом было принято решение включить дисциплину греко-римская борьба, также пробную дисциплину во Владивостоке. Поэтому такая программа, она будет, я думаю, интересная. То есть традиционные виды спорта, которые были всегда в играх, и плюс новые. Расширение такой спортивной программы основано тем, что Владивосток является в этот раз принимающей площадкой. Эти 2 вида спорта, как раз-таки, они включены по предложению Организационного комитета, потому что мы понимаем, что мы не можем, с одной стороны, навязывать те виды спорта, которых нет, хотя и так, из 17 видов спорта многие виды спорта вообще не культивируются в Приморском крае. Но есть обязательность. В то же время мы понимаем, что регион проводящий, он должен показать хорошие, с одной стороны, результаты, а с другой стороны, дать возможность своим детям, которые занимаются теми или иными видами спорта, и в том числе считающимися базовыми в этом регионе, чтобы показали свои результаты. Какие главные моменты отражены в соглашении, которое вы недавно подписали? Соглашение – это опять-таки тоже требования концепции игр, утвержденные учредителями Международного комитета. Это, так скажем, соглашение о проведении игр в соответствии с требованиями Международного комитета и требованиями концепции игр, то есть того основополагающего документа, который сегодня регламентирует вообще порядок проведения игр, как они должны проходить, в чем можно вносить изменения, где нельзя вносить изменения. Соответственно, это соглашение, оно подтверждает гарантии правительства Приморского края, что игры пройдут с соблюдением всех установленных Международным комитетом игр «Дети Азии» правил, чтобы они прошли в традициях игр, чтобы они не нарушались. То есть такой момент. Плюс, конечно же, вопросы в соглашении касались и определения оператора, кто будет непосредственно организовывать. Для этого правительство Приморского края была создана дирекция международных спортивных игр «Дети Азии», новое учреждение в структуре Министерства спорта, правительства края. Поэтому впереди у нас также на сегодняшний день на стадии подписания договор уже, где детально у нас пошаговые вопросы подготовки прописываются. Поэтому это соглашение, это некая гарантия того, что игры состоятся, и они состоятся именно в традициях игр «Дети Азии» по всем требованиям, которые были утверждены учредителями игр. Скажите, а если говорить о так называемых новоявленных требованиях, которые обусловлены пандемией COVID-19, как здесь будут соблюдаться санитарные ПИТ-нормы? Безусловно, сегодня ни одна сфера без этого не обходится.
Данный вопрос также обсуждался, и вот на прошедшем совещании также присутствовали представители Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения края. Все моменты, которые могут возникнуть, они оговаривались, проговаривались не единожды, потому что мы понимаем, что без этого никуда. В большей степени, конечно, все будет зависеть от того, какая ситуация будет в следующем году и тем более в летний период. Но мы понимаем, что вот тех протоколов, которые на сегодняшний день существуют по всему миру, в том числе и, наверное, даже в первую очередь на спортивных мероприятиях, это ПЦР-тесты, это сертификация вакцинации, но если мы говорим, что это дети, соответственно, в первую очередь, конечно, будет подтверждение отсутствия, болезни у спортсменов. Это уже общепринятое, повсеместное. Мне кажется, человечество от этого не скоро отойдет. И мы сами, выезжая куда-либо, всегда сдаем тесты, предоставляем сертификаты о вакцинации. Соответственно, дети будут размещаться, у нас деревня спортсменов будет организована в Всероссийском детском центре «Океан», где будет создана полноценная деревня спортсменов по всем требованиям, которые на сегодняшний день имеются к участникам, к условиям проживания, питания. Данный вопрос оговорен и согласован с федеральными органами исполнительной власти. В ближайшее время выйдет решение правительства Российской Федерации, в том числе и по этому вопросу. Но, как мы все понимаем и все знаем, «Океан» сегодня работает, он функционирует, то есть у них тоже есть свои протоколы, по которым дети заезжают, то есть это закрытая зона, соответственно, стерильная зона. Поэтому в таком порядке пройдут игры со зрителями, без зрителей, пока вопрос такой открытый, потому что мы понимаем, есть с одной стороны время для решения этого вопроса, понимания. Если будут рекомендации от Роспотребнадзора, от правительства края, конечно, они будут обсуждаться. Будет это в усеченном порядке или будут зрители полностью допускаться. Но в любом случае мы на сегодняшний день готовим прямые трансляции с каждых соревнований по всем видам спорта. Они будут проходить на платформе в сети интернет. Также будет определен у нас генеральный бродкастер по вещанию игр во Владивостоке, поэтому в любом случае мы будем готовы к любому сценарию. Владимир Владимирович, вы отметили, что в плане питания и проживания участников этого спортивного мероприятия все подготовлено на должном уровне. Скажите, а Владивосток справится с принятием такого количества участников? И более того, как же там будут проходить все эти спортивные испытания? На сегодняшний день этот вопрос полностью проработан. Надо понимать, что с момента первой заявки от Приморского края прошло чуть более 1 года. И на протяжении этого всего периода мы с коллегами прорабатывали этот вопрос, просчитывали. Соответственно, я думаю, что на сегодняшний день Владивосток наиболее подготовленный город для проведения, в том числе безопасного проведения игр «Дети Азии». Мы все знаем прекрасно, какие условия в центре «Океан». Единственное у нас есть это ограничение по количеству, потому что он может единовременно принять не более 1700 детей. Соответственно, здесь мы будем уже смотреть по поступающим заявкам. Если будет увеличение их, то будем сокращать, лимитировать и так далее, вменять квоты. То, что касается спортивных объектов, соревнования пройдут полностью на всех имеющихся объектах. На сегодняшний день уже начаты ремонтные работы по многим объектам спорта в городе Владивостоке. Также будут задействованы у нас спортивные объекты Дальневосточного федерального университета, и профильное министерство выделило уже финансовые средства на ремонт спортивных объектов. И ремонт такой хороший, я думаю, что и потом хорошее наследие будет и для студентов. Ремонтные работы уже ведутся, плюс у нас строится, единственное, это на территории набережной в Дальневосточном федеральном университете строится 2
современных корт для игры в пляжный волейбол. Так как мы в программу, я вот не сказал ранее, что в программу вместо классического волейбола был включен пляжный волейбол. Поэтому Владивосток готов справиться. То, что касается потока зрителей или гостей, ну, я думаю, никому не надо объяснять, что Владивосток ежегодно принимает большое количество гостей, большое количество туристов. Ежегодно проводится Восточный экономический форум. В этом плане, я думаю, что у нас проблем с коллегами в части организации не будет. Скажите, а если ширить, простите, а если мыслить более широко, у вас были какие-то заключенные соглашения с Азиатско-Тихоокеанским регионом, например? Есть ли какие-то переговоры по участию этих спорткомитетов? Ну, мы работаем непосредственно с национальными олимпийскими комитетами, так как членами Олимпийского совета Азии, так как и Олимпийский совет Азии является нашим учредителем, игры «Дети Азии» они входят в календарь мероприятий данной организации, которая объединяет 45 стран Азии. На сегодняшний день от Международного комитета во все национальные олимпийские комитеты были направлены уведомления о том, что игры пройдут во Владивостоке, соответственно, чтобы они запланировали участие. Конечно, эта работа очень емкая на сегодняшний день, так как сейчас у нас нет практически времени, да, для подготовки, а мы все понимаем, что нужно сформировать команду, нужно запланировать ее выезд и так далее. Много вопросов, поэтому здесь мы с коллегами обсуждаем, мы всегда на связи с национальными олимпийскими комитетами. Есть страны, ряд стран, которые уже у себя, даже несмотря на то, что не было еще официального решения, предусмотрели финансирование на делегирование своих спортсменов. Вот. Буквально вчера одна из стран тоже уже вышла о том, чтобы уточнить определенные вопросы, поэтому здесь работа будет вестись. 21 ноября состоится 40-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. Это итоговое годовое совещание всех этих стран. И вопрос о подготовке, информация о подготовке к играм во Владивостоке включена в официальную повестку Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии. Поэтому в этой части мы работу ведем. И тогда затронем еще тему наших якутских спортсменов. Сколько уже заявлено на участие и как проходит подготовка? Ну, по этому вопросу я могу сказать только то, что команда Республики Саха-Якутия, она будет участвовать. И опять-таки по документам Международного комитета, где бы игры ни проводились, утверждено, что Республика Саха-Якутия выставляет отдельную команду участников. Вот. Опять-таки я сказал, что мы всех уведомили, в том числе и российские регионы, округа, которые имеют право принимать участие. Вот. И насколько я сегодня знаю, наш Ильдархан Арсений Сергеевич Николаев уже дал поручение Министерству спорта направить подтверждение об участии сборной команды Республики Саха-Якутия. Но вопросами подготовки сборной занимается Министерство по физической культуре и спорту республики, поэтому уверен, что команда будет сильная. Насколько будет процентов, да, покрыты виды спорта, это уже, конечно, вопрос к органу исполнительной власти в области спорта. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за актуальную беседу. Сразу вспоминаются слова «быстрее, выше, сильнее». Ну, теперь уже вместе. Будем надеяться, что будет именно так. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.